Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Гуля Пугатова, и мои коллеги Надежда и Елена. Сегодня мы поговорим, друзья, с вами о вакцинации, и мы развеем несколько мифов, которые существуют и витают вокруг этой проблемы. Еще не стихла та волна, которая шла по коре в Украине, как вдруг возникла новая волна дифтерии. Что же это такое? Как же с этим бороться? Откуда оно берется? Ведь этого же не было. Доступные вакцины против дифтерии и кори у нас существуют. Так почему же возникает у нас такая сложная ситуация? Потому что люди не хотят делать прививки, отказываются, не желают для своего ребенка сделать ту или иную вакцинацию согласно рекомендации календарного графика, якобы доверяя другим мнениям, что это опасно, что это вредно, и таким образом население без иммунитета. Елена, вы сразу перешли уже к мифам существующим, которые есть. Есть люди, которые придерживаются мнения, что это опасно, есть люди совершенно другого мнения, что это обязательно. Поэтому, но начнем же все-таки по порядку с мифа номер один, что зачем же делать прививку, если таких заболеваний вообще в Украине не существует, и для чего это надо? Мы же прививаем детей каждый год, не мы, в стране прививают. Ну, действительно, есть болезни, которые 50-100 лет назад уже как полностью, мы так считаем, исчезли с лица Земли. Либо в отдельно взятой стране, либо в целом на земном шаре. Действительно, зачем делать от нее прививку? Но, с другой стороны, могу сказать, что если в Украине этого заболевания не существует, оно может существовать где-то в другой стране, например, в Африке или в восточной стране, там, в Индии и так далее. И миграция людей настолько сейчас активная по миру, что это заболевание может завестись к нам, сюда, в Украину, и может произойти один случай в год, на следующий год 2 случая той же кори или того же полиомиелита, о котором сейчас трубят с разных СМИ. Бьют тревогу как минимум медики. Поэтому все-таки, наверное, как-то стоит прививаться, несмотря на то, что в нашей стране это давным-давно все истреблено. Тем более, что есть часть людей, которые приезжают, они являются носителями заболевания, и по симптомам не могут даже определить, что они больны. Но ведь заболевания как раз и не существует, его нет, как раз благодаря тому, что были проведены ранее эти прививки и вакцинации. И они постоянно, систематически проводились. Да, и именно поэтому нет данного заболевания на этой территории. Но, тем не менее, если от этого отказаться, то это значит, что новое поколение не будет иметь иммунитета, и они могут быть уязвимы и могут быть источниками этого Вот это, наверное, очень правильное выражение, что они могут быть уязвимы к попаданию этого вируса в организм и не видеть этой ответной реакции. Да? Реакция, которая прививка, собственно говоря, защищает наш организм от вот этого возбудителя инфекционного агента. Миф второй. Лучше переболеть, чем делать прививку. Но мне кажется, это ужас. На сегодняшний день вирусы настолько мутируют, что даже человек, который заболел однажды, 100% не гарантируется, что второй раз, встретившись с этим же вирусом, но уже видоизмененным, он не заболеет. Но это один момент. А второй момент, что значит переболеть? Вы можете себе представить, что значит переболеть полиомиелитом? Но люди просто не знают. Это смертельное заболевание, которое может могут привести к инвалидизации, к инвалидности. Или, например, дифтерия. От этого вообще можно умереть, потому что токсин, который вырабатывает дифтерийная палочка, он смертелен. И что значит переболеть? Люди просто не знают и не понимают, что значит переболеть, чем это ты страдаешь и какие могут быть последствия. Ведь если положить на чашу весов тяжелое поражение центральной нервной системы и небольшое недомогание после прививки, то это абсолютно разные вещи. И как это не делать вакцину, не делать прививку, если человек не понимает вообще, чем это может закончиться. Либо ты инвалид, либо исход смертельный, либо очень тяжелое состояние.
Поэтому... Ну, а мы говорили о том, что вирусы очень часто бывают еще спусковым механизмом к очень большому количеству серьезных заболеваний. Да, мы говорили об этом в наших предыдущих передачах, о том, что даже простой, как нам кажется, простой на первый взгляд вирус гриппа может быть спусковым механизмом к серьезному заболеванию, такому как сахарный диабет. Ну, кто-то хочет рискнуть так, из родителей. Мне кажется, что этого делать не стоит. Миф третий. Побочная реакция от вакцинации намного опаснее, чем сами болезни. Как вы к этому относитесь? Ну, тут тоже бытует мнение, что вакцины какие-то есть качественные или некачественные, к одним относятся с опасением, да, потому что какого-то малыша они переносятся тяжелее, к другим больше доверия, но это, ну, как бы общее понятие, безусловно, каждая фармацевтическая компания пишет о побочных эффектах, которые могут быть, и имеет большое значение еще, когда, в каком состоянии ребенку делали эту вакцину. Если малыш простужен, например, да, он уже приболел, то, естественно, он будет переносить эту вакцинацию по-другому, более тяжело, чем если когда нормально. Поэтому главное относиться к этому осознанно, с мудростью и под контролем врача. Но когда возникает вот такой вопрос именно ко мне, что побочные эффекты могут быть гораздо серьезнее, чем само заболевание, я всегда задаю ответный вопрос. Скажите, пожалуйста, а в таких странах Европы, как Австрия или Германия или Швейцария или Англия или Франция, где прививки обязательно, вакцинация обязательна, без этого вы не устроите своего ребенка в детский сад, без обязательных вакцинаций вы не устроите ребенка в приличную школу, и даже не в приличную.
ребенок на грудном вскармливании защищен и вакцинацию проводить не нужно. Ну, специалист нам ответит точно. Какие наиболее частые противопоказания к вакцинации? Вакцинация это является необходимым для детей методом профилактики инфекционных болезней, но часть детей на определенном этапе не могут вакцинироваться. Это дети, которые страдают доказанными аллергическими реакциями. В частности, если мы вакцинируем корь, паротит, краснуху, допустим, на белок куриного яйца, на некоторые антибиотики, входящие в состав. Кроме этого, вопрос решается не родителями, а решается врачом, и в том числе с консультацией иммунолога. Вторая группа, которую желательно подумать, вакцинировать или нет, это дети, у которых была доказана острая аллергическая реакция предыдущей вакцинации. Кроме этого, временно не вакцинируются дети, у которых есть температура, катаральные явления. Но надо отметить, что именно невысокая минимальная температура, незначительные катаральные явления, согласно международных всех рекомендаций, не являются противопоказанием проведения вакцинации. Самое важное – учитывать при вакцинации медицинские противопоказания. И родители должны понять, что их ментальные или психологические страхи вакцинации – это не совсем правильные шаги, которые могут отозваться на здоровье детей, причем не в далеком, а даже в ближайшее время. Как подготовиться к прививке? Готовиться к прививке надо очень продуманно. Во-первых, ребенок должен быть перед прививкой осмотрен врачом. Если до этого у ребенка были изменения в анализах мочи, в каких-либо дополнительных методах исследования, в анализах крови, то ребенок, конечно, должен быть повторно
осмотрен специалистом, повторно эти сделаны анализы. Кроме этого, дети, страдающие аллергическими реакциями, пищевой аллергией, желательно перед проведением прививки и какое-то время после проведения прививки воздержаться от тех пищевых продуктов, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию. В целом, специальных методов подготовки антигистаминных препаратов не требуется при проведении вакцинации. Какие факторы могут влиять на снижение выработки иммунитета при вакцинации? Факторов, влияющих на неэффективность или недостаточную эффективность вакцин, к сожалению, немало. В первую очередь, это сами вакцины, правила хранения, температурная цепочка, соблюдалась ли при их транспортировке. Очень важно также, получал ли ребенок какие-либо препараты, которые изменяют иммунологические ответные реакции, в частности, может быть, гормональные препараты. Иногда неблагоприятно на выработку иммунитета сказываются респираторные заболевания, которые возникают в очень быстром периоде перед проведением вакцинации. В целом, детский организм к современным прививкам адаптирован и должен выработать у большей части полноценную иммунологическую реакцию. Когда выбирают вакцину, важно смотреть на сторону производителя. Этот вопрос очень тревожит современных родителей. Это и понятно, ибо в средствах массовой информации мелькает сообщение о том, что были проблемы после вакцинации у детей. Конечно, вакцина есть, особенно вот вакцина АКДС, это дифтерия, столбняк. Эта вакцина, еще раз скажу, особенно вакцина АКДС, как клюш, дифтерия, столбняк, это та вакцина, которая бывает цельноклеточной. И вот как страна производителя этой вакцины, это Индия. И вторая вакцина – это ацеллюлярная, бесклеточная, которая легче намного переносится детьми. Это Бельгия, это Франция. Ну и помнить надо, что целлюлярные вакцины индийские вводятся внутримышечно в ручку, и иногда она вызывает местную лихорадочную реакцию, но это все кратковременное, оно проходящее, а иммунологическая защитная реакция формируется достаточно хорошо. Как реагировать на повышение температуры при проведении вакцинации? Повышение температуры при вакцинации – это один из самых волнующих для мам вопросов. Во-первых, мамы считают, что это, возможно, какие-то аллергические осложнения. Во-вторых, всегда страх, что это может вызвать и судороги фибрильные, температурные так называемые. Надо помнить, что это обычная, во многих случаях не волнительная ситуация, которая возникает после проведения вакцинации. Например, АКДС, вакцина, известная как коклюш, дифтерия, столбняк. Она дает температуру через 12-48, реже до 72 часов. Температура обычно невысокая и не требует особых вмешательств со стороны родителей. Профилактические дозы жаропонижающих – это неоправданная тактика. Ребенку надо давать достаточно обильное питье и создать относительно щадящий режим. Но если температура высокая, меняется самочувствие ребенка, конечно, родители должны обратиться за медицинской помощью и определиться, какая ситуация у данного пациента. Аналогично температура может быть после вакцинации корь, паротит, краснуха, так называемая КПК. Эта вакцинация дает повышение температуры на 4-14 день, чаще всего на 6-7 день, относительно поздно. И это не является осложнением, это, наоборот, свидетельство о полноценном формировании иммунологической ответной реакции. Какое ваше отношение к вакцинам, не входящим в обязательный календарь прививок в Украине? Например, профилактика пневмококковой инфекции, ветряной оспы, менингита и другое. Мы все знаем, что есть вакцины обязательные, которые входят в календарь прививок, но есть рекомендованные, которые могут назначаться врачом в зависимости от создавшейся ситуации, от места проживания родителей.
Так, пневмококковая вакцинация, она постоянно имеется в Украине, очень эффективно работает. Это позитивный посыл для детей, страдающих респираторными заболеваниями, склонных к аллергическим реакциям. Им, наоборот, в первую очередь показана эта вакцина. Не обязательная вакцина, но очень желательно, это против ветряной оспы, менингококковой инфекции, также гепатиты А и Б, против вирус папилломы человека 16 и 18 типа. Все эти вакцины имеются в Украине. Может быть, иногда бывают перебои в их поступлении, но вакцинировать детей по этому графику, по согласованию с родителями, врачом-иммунологом, очень желательно. Что делать, если пропустили прививку по календарю? Часто возникает ситуация, когда дети по какой-либо причине не попали в календарь прививок. Тогда нужно, во-первых, обсудить с врачом, насколько важна пропущенная вакцина или, может быть, идти по календарю. Допустим, вот многие дети не сделали в 3 инъекции АКДС, а сейчас в Украине беспокойно по коревой инфекции. И часто врачи рекомендуют не прививать, допустим, до конца полную АКДС, а делать по относительным эпидемическим показаниям вакцину корь, паротит, краснуха. Но лучше придерживаться, конечно, календаря прививок. То есть в каждом случае вопрос индивидуален. Не исключено, что осенью этого года будет новый подъем заболеваемости корью. Какие шаги должны предпринять родители по защите детей, да и себя от этой инфекции? Вы знаете, проблема кори – это очень волнительная ситуация в Украине. И то, что осень наша будет тревожна, заранее прогнозировалось многими специалистами. Поэтому, во-первых, надо провести детям максимально, всему контингенту, особенно, которые вовремя не были вакцинированы, вакцинация против коревая. Кроме этого, сейчас делаются шаги по более ранней вакцинации по возрасту, по эпидпоказаниям. Если в течение 72 часов ребенок контактировал с коревым больным, ему можно, даже не достигая возраста 12 месяцев, провести вакцинацию. Очень важно вакцинировать взрослый контингент, ибо родители, особенно те люди, которые работают с детским контингентом, это и учителя, это и медицинские работники, должны быть вакцинированы. И в этом плане отрадно, что Кабинетом министров была выдвинута уже бюджетная статья и утверждена по вакцинации декредитированного контингента взрослого населения. Поэтому надо всем стремиться максимально профилактировать себя против возбудителя коревой вакцины. И помнить о том, что корь вызывает очень много осложнений. Это в первую очередь снижение иммунитета, так называемая коревая аллергия, которая очень не показана детям, страдающим хроническими или рецидивирующими бронхолегочными заболеваниями, склонными к аллергическим реакциям. Это дети, которые должны быть в первую очередь вакцинированы и подготовлены к создавшейся ситуации. Ваше отношение к вакцинации против гриппа? Все мы знаем, что каждой осенью, в конце осени, да и зимой приходят эпидемии вирусных инфекций, в том числе гриппа. И есть вакцина, которая очень важна для детей, для взрослых, для пожилых людей. Это вакцинация, проведение противогриппозной профилактики. Но очень важно провести ее своевременно, за месяц-полтора до ожидаемой эпидемии. Потому что если у нас вакцинация будет в конце декабря, то ее эффективность будет минимальна. Вакцины качественные, хорошие, должны проводиться желательно всему населению, по крайней мере, контактирующему широко. Это и дети, это и школьники, это и взрослые, для того, чтобы тех проблем, которые были в эпидемическом периоде 2017-2018 года, у нас не было.
Следующий миф меня просто как-то очень сильно поразил. Вакцины вызывают аутизм. А есть такое мнение, я это читала в прессе. Но аутизм это же совсем из том, другой что- серии. О том, что было некое исследование, о том, что с увеличением количества прививок в календаре прививок вот, увидели такую, знаете, взаимосвязь с увеличением количества детей, которые больны аутизмом. Было Но насколько такое. это подтверждено? Ну, кстати, а давайте мы спросим, что думают по поводу вакцинации наши специалисты, и обратимся непосредственно с вопросами к специалисту. Не верьте соседям, не доверяйте слухам и разным историям. Изучайте вопрос. Имейте свое собственное мнение, потому что это ваше здоровье, а это ваша безопасность. Безопасность ваша, ваших детей, ваших родных. А лучше обратитесь к специалисту, которому вы доверяете. Не болейте, будьте заботливы к себе и внимательны к другим.